Глава Коми Владимир Уйба выпустил специальное обращение к жителям республики. Смотрите его прямо сейчас. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня расскажу о цифрах по ковиду, расскажу о вакцинации, о вакцине и о тех мифах, которые существуют и обсуждаются среди населения. Итак, по вакцине. У нас на сегодняшний день пришло 7200 доз вакцины. Это немного, но на подходе 40 тысяч доз. Это по решению Федерального оперативного штаба, я вам об этом рассказывал, когда я обратился к заместителю председателя правительства Татьяне Алексеевне Голиковой, и по ее распоряжению эта вакцина к нам отправлена будет на этой неделе, за что Татьяне Алексеевне большое спасибо. Теперь по цифрам. Мы, к сожалению, продолжаем расти. У нас на сегодняшний день вновь за сутки диагностировано 265 новых случаев и выписано только 131 человек. В общем, проигрываем в 2 раза болезни. И продолжаем расти. Это плохо, и это, конечно, потребует новых дополнительных сил, средств, материальных средств и коек, самое главное. Теперь по количеству вакцинированных. На сегодняшний день мы вакцинировали 145 тысяч первым компонентом вакцины и 108 тысяч у нас человек закончил вакцинацию 2 компонентами. Хочу рассказать о том, что у нас достаточно серьезно набирает статистика, плохая статистика по детям. Я уже говорил о том, что дети стали болеть значительно чаще. Вот по цифрам, чтобы вы понимали, за май месяц у нас было диагностировано у 997 детей диагноз ковид и госпитализировано 80 человек. За июнь в 2 раза выросла эта цифра, 2100 детей новых диагностировано с ковидом и 170, почти 180, 176 детей госпитализировано в стационар. Что дети не болеют или болеют легко, уже на самом деле миф. Потому что, к сожалению, дети, вы видите, по цифрам болеют, в том числе и тяжело, и нуждаются в стационарном лечении. И что самое неприятное, это педиатры начали бить тревогу о том, что у детей, переболевших ковидом, высокий процент осложнений послековидных. И в первую очередь миокардиты. Ну, в общем, очень неприятное заболевание, которое требует лечения и, самое главное, может дальше инвалидизировать ребенка. Второе, у нас стали болеть все чаще беременные в высоких сроках беременности. Соответственно, вот за последнее только время у нас 4 беременных, сразу после того, как они родили детей в роддоме, уже диагностированные ковидом, их перевели для лечения в инфекционную больницу. И вот здесь я хочу сказать о том, что, конечно, мы в этом смысле детки, которые рождаются, они не зараженные ковидом, и они отлучены от мам, и они не заболели. Хотя у нас уже 2-месячный ребенок, который не имел, естественно, никакого контакта и контактировал только с близким, очень узким кругом, это мама, папа, братик, сестра, тем не менее 2-месячный ребенок заболел. И вот это еще одно предостережение к тому, что мы, взрослые, отвечая за детей, понимаем, что детской прививки у нас нет, и мы не прививаем детей, но когда понятно, что дети заболевают от взрослых. И когда мы обсуждаем вопрос прививаться, не прививаться, мы тем самым, естественно, заражаем детей, заболев сами, тем самым дальше у детей возникают вот такие очень неприятные осложнения. Еще один миф, который вот я сказал, что я о нескольких мифах скажу, что беременным прививаться нельзя. Так вот я хочу сказать, мало того, что нужно прививаться и можно прививаться, это нужно делать обязательно. Почему? Потому что если мама не привита, беременная,
а мы с вами понимаем, что ковид в основном поражает легкие, то, конечно, страдает плод, страдает ребенок, и если это небольшие сроки, то и мама заболела тяжело, то, к сожалению, надо прерывать беременность. Поэтому прививаться беременным нужно, и обязательно нужно это делать. Еще несколько мифов я говорил о том, что я о них расскажу. Первое о том, что вот эта волна сегодняшняя, это как раз итог того, что люди стали прививаться, и вот в результате прививки у нас сейчас такая волна. Так вот, снова назову статистику. Вот всегда нужно оперировать цифрами. Вот смотрите, у нас среди привитых, а это я сказал сегодня, 145 первым тысяч человек в республике и 108 тысяч полностью привитые обоими компонентами, у нас заболело 200 человек. Заболело ковидом, привитые, но заболели легко. Соответственно, от 108 тысяч это 0,2%. Теперь статистика сегодняшней госпитализации это 99,9 в стационаре, который у нас сегодня, вы знаете, что у нас мы растем и растем, прирастаем каждый день. Так вот, 99,9% это пациенты не привитые. Вот и все разговоры о том, что эта волна вот сегодняшняя вызвана тем, что люди прививаются и заболевают. Ничего подобного. Волна эта вызвана тем, что пришли новые штаммы. Я уже говорил, это дельта или индийский штамм и новый еще южноафриканский штамм, который, кстати, поражает в основном детей и молодых людей. Еще один миф, что после вакцинации человек заболевает. Тоже полностью миф. У нас сегодня в стране, чтобы вот тоже цифра была понятная, 21 миллион привитых людей. Но при этом во всех стационарах страны 99, а где-то и 100% это не привитые люди. Соответственно, то, что относят и говорят обыватели, которые не настроены на прививки, говорят о том, что после прививки люди болеют, это тот подъем температуры, как правило, это в течение суток, а может быть первых часов после введения вакцины. Действительно, это есть, но это не осложнение, это не заболевание, это реакция организма. И так реагирует организм не только на прививку против ковида, а на любую прививку. Против гриппа точно так же бывает. Еще одна очень такой нехороший тренд, который сейчас начал обсуждаться среди молодежи, имеет даже уже такое практическое применение, это купить справку. Лучше купить справку, чем привиться. Вы знаете, ситуация парадоксальная. Человек, покупая справку, ну, например, в Москве и в крупных городах, где уже нельзя зайти в ресторан, в кафе, в места, там, спортивные сооружения, без справки о том, что человек либо привит, либо переболел, человек тем самым является разносчиком инфекции. То есть это уголовное преступление. Во-первых, человек купил подложный документ, а во-вторых, он еще и заболев, а он же везде справку показывает, что он привит, он еще и разносчик инфекции. И, как правило, вот, имея справку, человек заболевает более тяжело. Почему? Потому что он же первые дни не сознается о том, что справка фиктивная, да, что она приобретена просто на рынке, на черном. А, естественно, говорит, что у него он привит, и понятно, что к нему отношение у медицинских работников такое, что если ты привит, то у тебя будет в легкой степени протекать заболевание. Но когда на 4-е, 5-е сутки уже становится, что называется, не до обмана, и человек начинает просто погибать, тогда время упущено. И, как правило, вот такие люди, которые сейчас начали приобретать справки, они болеют очень тяжело. Поэтому, конечно, вот такое преступление, да, оно наказывается и человеку, и самое главное, еще и окружающим, которым он говорит, что он привит, у него справка есть. Вот на сегодняшний день это все основные новости, основные мифы, которые сегодня я хотел с вами обсудить. Уважаемые жители республики, я еще раз вам говорю, что у нас у каждого с вами своя задача. У врачей лечить больных, да, и всячески помогать им выздороветь, а у нас с вами не заболевать. Не заболевать сегодня – это привиться и средства гигиены и средства профилактики.
Это, опять же, маска и обработка рук. Поэтому, уважаемые жители республики, будьте здоровы, берегите друг друга, но все-таки тот, кто еще не принял решение, вакцина поступает, пожалуйста, приходите и прививайтесь. Всего вам самого доброго, до встречи.